Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Великая Отечественная война 1941-1945 годов – это было событием, которое перевернуло всю жизнь вот нашего поколения. Мы были молодыми совсем. Я был школьником, я закончил 7 классов только, когда началась война. Мы, ребята, мирные, никакой у нас, значит, воинственности не было, но просто мы интуитивно чувствовали, что нам придется, значит, этим заниматься. В 1941 году гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Народ совершенно не знал о том, что фашистская Германия 22 июня напала на нас. Мы только узнали об этом тогда, когда было объявлено это по радио. Мы в начале, в развязывании войны участия не принимали. На нас напал фашизм немецкий во главе с ихним фюрером. Не мы напали на Германию, а Германия вероломно, без объявления войны, напала на нашу страну. Советский Союз, имея договор с Гитлером, с гитлеровской Германией о ненападении, верил, и мы не готовились тем, чтобы обороняться большими войсковыми соединениями. Они развязали войну, не мы защищались. Но поскольку это для нас неожиданно явилось, ясно, что мы несли большие потери. Практически не было той семьи в Советском Союзе, кто не пострадал бы от этой войны. Погибли дети, старики, мирные жители. У кого-то обязательно видели отца, мать, брата, там, сестру, дядю, тетю. В общем, такой ни одной семьи не осталось, чтобы кто-то от них не пострадал. Вот в моей жизни и сейчас остались самые страшные дни. 23 августа, бомбежка города. На моих глазах в 16 лет погибло вот за несколько дней 42 тысячи стариков, детей. Горело все, и у меня в памяти до настоящего время стоит такой вот этот раздирающие крики, взрывы, пожары, бегущие, падающие люди. И особенно страшно. Одна картина осталась, когда лежит мать в крови, а копошатся около него 2 детей.
Советский Союз за первые несколько недель на западных границах потерял миллионы только пленными. Мы более 2 миллионов попало в плен, не считая техники, не считая городов, таких как Минск, Киев, Одесса, Севастополь. Естественно, это все нам настолько морально подавило советский народ, что сопротивление перед этой технически оснащенной лавиной вермахта, Люфтваффе казалось бессмысленным. La guerra relámpago de Hitler debería derrotar a los soviéticos en apenas 3 meses, pues según los ideólogos fascistas, solo se trataba de subhumanos asiáticos despreciables. Aún así, se preparó una ofensiva sin precedente en la historia. Contra el pueblo soviético fueron lanzados 5 millones de soldados en 190 divisiones. 47.000 cañones y lanzamisiles, 4.300 tanques, cerca de 5.000 aviones militares. Они, конечно, нанесли серьезный урон. И начальный период войны наша армия имела огромные потери. Миллионы людей были захвачены в плен, были покалечены, ранены, убиты. Ясно, что Гитлер со своими войсками был в тот период более, готов к этому моменту, и техники у них было больше. Поэтому мы, как говорится, и первый период войны вынуждены были отступать. Вот это было превосходство немецкой техники над нашими. Вот. Превосходство такое, что, у них самолетов много, танков много, всего много, так, а у нас всего мало. Это было страшнее ада. Это все горит, причем горит то, чего и не должно гореть. Горят камни, земля горит, все горит, падает. Немецко-фашистская армия была построена и создана, воспитана для захвата чужих территорий, чужих стран. Вот на протяжении второй половины 30-х годов прошлого века, когда пришел к власти Гитлер и национал-социалистическая партия, они постоянно захватывали одну страну за другой. Европа не смогла противопоставить Гитлеру систему политического воздействия на него. И Гитлер, воспользуясь тем, что попустительство Англии, Франции, окружающих государств создало ему приоритетные блага для порабощения этих государств, спокойно входил в Чехословакию, спокойно входил в Австрию, затем Польша, и в конечном счете, накопив потенциал военного преимущества перед странами, Гитлер оказался перед необходимостью идти дальше на восток, дабы жизненное пространство, а в основном это ресурсы энергетические, которым Германия нуждалась и не обладала, были в руках Гитлера. Многих ведь были уничтожены целые семьи на территории Белоруссии, Украины. Там же гитлеровские, а у Гитлера было 39 эсэсовских дивизий. Они же уничтожали, сжигали, собирали в сараи мирных жителей, закрывали и сжигали вместе с людьми. А в Белоруссии целые же деревни сожгли. В Белоруссии каждый 4-й погиб, на Украине каждый 3-й погиб.
дальнейшем уничтожали, сжигали, собирали в сараи мирных жителей, закрывали и сжигали вместе с людьми. А в Беларуси целые же деревни сожгли. Ну, в Беларуси каждый 4-й погиб, на Украине каждый 3-й погиб. У нас была семья большущая, ну, можете себе представить. Самый старший вот брат, который погиб. Потом я и отец. И вот мы ушли на фронт, а мать осталась. Вы представляете себе с этими... Ой. Ведь воевала не только армия, воевал весь народ. И женщины, и мужчины, и дети даже. А мы шли действительно и в атаку, и совершали геройские поступки, потому что это была наша Родина, и нам цель была выбросить врага, уничтожить врага с нашей земли. Я защищал свою Родину, я знал, что я защищаю свою Родину от фашистов. Больше того, поскольку я видел, что они натворили. Враг беспощадным был. Он уничтожал и мирное население. Уничтожал мирное население. И сколько было лагерей смерти. Ведь очень много было лагерей смерти. Треблинку. Там что было? Значит, там так, лагерь был русско-польский и еврейский. Между ними расстояние 2 километра. Что делали немцы? Они уничтожали, в общем, евреев они собрали, по-моему, со всей Европы. Поляков много, наших, русских много там было. В общем, они их сжигали, уничтожали, сжигали, построили шоссе из человеческого пепла. Пыль, дорого, пыль, а пыль-то видно, что это не пыль, а пыль, человеческий пепел, пыль. Я приехал, вымылся, сжег всю одежду и есть не мог. А вот мне кажется, что на мне человеческий пепел. Я сутки не ел, потом повар говорит: слушай, ты умрешь так, это самое. И он мне налил стакан спирта. Больше я не спал, спать не мог. Он налил мне стакан спирта, я выпил стакан спирта, он меня больше накормил, и я уснул. Сутки я спал, как-то проснулся после этого. А так у меня какой-то, видимо, нервный стресс был, вот это, ну, представляете себе, человеческий пепел. Эти вот, как сейчас даже вспомнишь, и то как-то это самое не совсем приятно. То есть, ну, фашизм есть фашизм, о чем говорить. Гитлер провозгласил, что немецкая нация – это нордическая высшая раса. Так, и они должны господствовать над миром. Он наглости фашизма. Он хочет арийскую, как говорится, нацию поставить. И он имел в виду истребить советский народ почти до 60%. Оставить самых, как бы, отборных в рабство и уничтожить. Если у нас интернационализм был основой отношения к другим народам, то в Германии отношение было расовое, где превосходство германской расы было поставлено в краеугольный камень отношения по отношению к другим людям. То есть убийство, насилие, грабежи было обыденным делом, которое как бы оправдывалось идеологией превосходства расы. На самом деле, конечно, никакого превосходства расы не может быть, и все люди на земле равны, какой бы цвет кожи они ни были рождены и какой бы идеологией не прикрывались. Гитлер, выступая в октябре 1940 года перед Верховным командованием,
ставил такую задачу, что в июне 1941 года мы нападаем на Советский Союз. Какие цели преследуем? Первая цель – разгромить Красную Армию, уничтожить советское государство, Москву и Ленинград сравнять с землей вместе с населением. На первом этапе войны дойти до Урала и уничтожить не менее 50 миллионов мирного населения, а эту землю, которую освободили, заселить немецкими семьями. Но оставить надо порядка 10 миллионов подросткового населения, которые предать в рабство немецким семьям. Ни один народ не ставил себя выше над остальными народами. Такого не было. А что касается Германии, то там провозгласили, что они принадлежат к высшей расе, что они единственные, кто достоин жить и господствовать на земле. Por ceguera o mala intención, hay quien interpreta este conflicto de manera simplista, como la pugna entre dos líderes dictatoriales. Incluso, se pretende equiparar el nazismo alemán con el socialismo soviético, argumentando que representaban ideologías comparables. Ну, идеологии, конечно, уравнивать никак нельзя. Одна идеология – захват чужих территорий, покорение других народов. Ведь у них была какая цель-то? Значит, уничтожить вообще почти все население. У нас, конечно, такой идеологии не было. Мы защищали свою страну, свою мирную жизнь. Гитлер надеялся на раскол нашей национальности. Евреи, татары, там, узбеки, казахстаны, что нет, начнут друг против друга. А это не получилось. В период войны все объединилось, все сплотилось, и его не оправдались надежды, что Советский Союз расколется, что там будет сопротивление между нациями и национальностями. А это не получилось. Наоборот, все мы вместе, дружно, на равных правах воевали. И узбеки, и казахи, понимаете, и русские, и украинские, понимаете, и евреи, и башкиры, и татары, все вместе. Была единая семья. А единую семью победить невозможно. Мы воевали все, и русские, и армяне, и татары, и калмыки, вот только тут у нас не было. Мы не считали, что эти вот такой народ, а это такой народ. Одни хорошие, другие плохие. У нас никогда и не было такого. Русские, татары, башкиры, армяне, вот, белорусы, украинцы, евреи. Я не знаю еще кто, но было самый настоящий интернационал. Мы как-то там национальности на это внимание не обращалось. Такой мысли не было, кто какой национальности. То есть мы ведь друг от друга зависимы были. Почему немецкая фашистская армия такая хорошо подготовленная, очень сильно вооруженная, боевая техника была на высочайшем уровне,
Она готовила заранее, она была отмобилизована заранее, она без объявления войны напала на нашу страну. И тем не менее, в конце концов, мы победили. Почему мы победили? Мы защищали свою родину, а не чужую родину шли. Люди перед войной в основном жили, в общем-то, неплохо. У нас не было частной собственности, у нас не было эксплуатации человека. И вот этот общественно-политический строй, который у нас был одним из факторов, обеспечивших победу. Во-вторых, как я понимаю, мощь наших вооруженных сил. Когда мы смогли отмобилизовать новые дивизии, и когда бы производство наше, особенно военное производство, стало давать вооруженным силам в массовом порядке новые вооружения, танки, артиллерию, минометы, самолеты, корабли, вот тогда дело и пошло. Все для фронта, все для победы. И от малого до великого. И вот это внушение, вот этот патриотизм, который говорит любовь к родине, вот, преданность своему отечеству, преданность своему народу, оно как раз осуществляло проявление героизма. В-третьих, на мой взгляд, какая причина нашей победы? То, что люди наши, советские люди, они были патриотами своей страны. И героических поступков было очень много. И шли в атаку не под угрозой расстрела, так в атаку, а шли потому, что патриотически были воспитаны так. Hubo miles de hechos heroicos en cada frente, en cada campo de batalla. He aquí solo un pequeño ejemplo de este heroísmo en boca de un testigo. Ко мне ползет боец. Я узнал его. Это наводчик Сайдулаев Танибек. Это казах по национальности. Но за ним какой-то грязный, темный след, видите. Когда он приполз, у него неестественно вот болтаются ноги, он ползет. И приложил руку к этой пилотке, так что, товарищ командир, я там подбил, другой стрелял, мой помощник ранил, я его тащил, да, ружье разбил, а меня ранил. Я смотрю на него, я не могу ничего сказать. У него снаряд попал между ногами, когда он полз. Ноги у него от колен все разбиты, и ноги держатся на обмотках. Обе ноги болтаются, он приполз. И виновато улыбаясь, докладывает, что он подбил. У него разбило ружье. Сталинград.
сравнению с теми боями, которые я прошел, ни с чем не сравнить. Бои здесь были страшные, ужасные. Естественно, немцы быстро подошли к городу, вошли в город. И когда уже в городе начались уличные бои, все были уверены, что не сегодня-завтра Сталинград падет, естественно, будет взят. Вот здесь большие потери были. Но первые 2 дня, и за 2 дня я потерял 600 человек. За 2 дня. Достаточно ли было войск? Нет. К нам на помощь вышел рабочий полк. И вот рядом, плечом к плечу, рабочие и мы, воины Красной Армии, сражались. Люди в городе сформировали из рабочих отрядов народное ополчение, это целая дивизия, которые знали местность, которые знали город, которые оказали сопротивление, ну, в общем-то, которого не ожидали немцы. Немцы не ожидали, что придется воевать ночами, что придется защищать этаж за этажом, что придется развалины брать. Естественно, потери немцев начали расти. То есть воевал весь народ. Но мы воевали почему? Потому что мы защищали свою родину. А вот воевал немецкий народ, не весь воевал, воевала, конечно, армия, которой Гитлер в свое время обещал в течение каких-то 3 месяцев закончить всю кампанию. Даже не удосужились одеть армию, одеть солдат на случай, что ее придется воевать придется зимой. Конечно, они тогда ухватились, Геббельс и так далее, ухватились за то, что вот русским помог, значит, генерал Мороз. Якобы победа советского народа стала благодаря тому, что был сильный мороз, немцы мерзли, что были плохие дороги, было ходить было тяжело и прочее. А что же получается? Значит, немцы были на воле мерзли, а мы что же, на печке сидели, наши бойцы? Или немцы ходили по грязи, а мы что же, по асфальту ходили? И вот когда такие люди все это говорят, с учеными степенями, и которые даже вот и зарубежные, и думаю, ну как же можно такие вещи говорить о страдании? К моменту наступления холодов немцы не сумели взять основные кварталы города, заводские районы города, заводы города. И хотя прижатые русские войска, советские войска к Волге занимали территорию от 200 до 800 метров, то есть узкая полоска вдоль Волги, вот эту полоску немцы не могли преодолеть. В батальоне мало бойцов осталось. Вот идет лавина танков. 40 танков. У меня в мыслях выстоим ли мы, устоим ли мы. Можно сказать про себя так, подготовиться к отражению танков противника. И
Вправо, влево понеслись звонкие солдатские голоса. Подготовиться к отражению атаки танков противника. Подготовить гранаты. Подготовить гранаты. Выстоим. Вот это первый раз у меня было такое сомнение, выстоит ли вот это. И выстоим. И не думали даже отступать. Не думали. У нас была одна задача и одна цель – выстоять. Вот тот кусочек земли, который мы захватили, мы должны его удержать. Вот. А потом пошли в атаку. Поднялись и с криком «Ура!» бросились на немцев. Понимаете, вот мы не думали, что мы проявляем героизм. Это уж потом до меня дошло, что вот ничего для нас страшного не было. Понимаете? Мы поднялись и пошли в атаку. И вот 6 декабря 1941 года мы перешли в контрнаступление. Понятно, что не ожидали никто, что в какой-то степи, далекой от Германии, на многие тысячи километров окажется таким камнем преткновения для прошедшего Европу, прошедшего половину России вермахта, оснащенного, технически превосходящего. И то, что здесь сумели победить, конечно, это победа высокой нравственности народа, который хотел остаться свободным и был всегда свободным. То есть здесь борьба была не идеологическая, как рассчитывали правители Германии, что это будет война против большевизма, это будет война, естественно, за национальное освобождение от гнета большевизма. На самом деле война оказалась отечественной, за свое освобождение, за свою родину, за своих близких. Битва под Сталинградом решала вопросы, существовать ли миру на нашей планете таким, как он есть, или быть под пятой фашистов. В конечном счете 23 ноября 6-я армия была окружена в Сталинграде, естественно, еще сопротивляясь долго. В конечном счете 2 февраля немцы были разбиты, пленены. Добежали мы до здания со стрельбой и с криками. И вдруг из-за угла этого разрушенного здания выходят 8 немцев, автоматы на шее, руки вверх и с криками «Гитлер капут! Гитлер капут!». Значит, все сдались в плен. Они, когда были в Сталинграде, они ликовали, кричали: «Русь, Русь, сдавайся, завтра Вольга-Буль-Буль». А в феврале месяце 43-го года, как они шли и кричали все: «Гитлер капут! Гитлер капут!». Видите, как сразу изменилась обстановка. Más de 1 millón de soldados alemanes y sus aliados atacaron Stalingrado.
3/4 partes de ellos fueron muertos. 90.000 fueron hechos prisioneros, entre ellos al menos 24 generales y el primer mariscal de campo, general von Paulus. Hasta ese día, Hitler no había sufrido tal derrota. Este fue el comienzo del fin para los nazis. И Сталинград – это был краеугольный камень этой борьбы. Отсюда мы повернули на запад, отсюда мы пришли к победе. Мир узнал о победе. Даже не о победе, когда начали наступать бойцы Красной Армии. Уже тогда поздравляли с успехами Красной Армии. А когда 2 февраля мир узнал о победе советских войск под Сталинградом, о разгроме гитлеровской группировки, ну, это была эйфория. Ведь все страны мира спешили поздравить верховного главнокомандующего маршала Сталина с победой, и Черчилль прислал свой меч от имени короля Великобритании. И президент Рузвельт тоже грамоту благодарственную защитников Сталинграда. То, что народ сумел сплотиться против противника, против агрессора, это великое достояние цивилизации российского народа многонационального, которое сложилось многовековым образом жизни. Это высокий уровень нравственности, независимости от внешнего врага и желание защитить своих близких. Конечно, и народное ополчение, люди, которые сражались в Сталинграде, и солдаты, которые пришли сюда, они были одни единой целью – не дать врагу занять нашу землю. Столкнулись социализм и фашизм. Вот тут как раз и пошло дело. И наша советская армия, она не только сама себя, как говорится, победила и освободила, она и помогла народу Европы освободиться от этого фашизма. Нужно было добить врага в его собственном логове, что и было сделано советскими войсками. Изгнание гитлеровских войск с этих стран, освобождение народа, простого народа освобождение от гитлеровской оккупации. En poco tiempo, el Ejército Rojo liberó a toda Europa del este de los invasores alemanes. Pronto rodeaban Berlín.
La batalla fue terrible. Nuevamente se peleaba calle por calle, piso por piso, mientras Hitler se desmoronaba en su búnker oculto bajo tierra, donde finalmente se suicidó el 30 de abril de 1945, dando fin a sus delirios de dominación mundial. Ese mismo día, el Ejército Rojo finalmente capturó Berlín y la bandera roja ondeó sobre el Reichstag. Громко, значит, ревело радио, такие бравурные марши. Великая Отечественная война победоносно завершена. Вот, враг капитулировал, наступил мирный период. И все люди, значит, обнимались, поздравляли друг друга с победой, зашли в столовую, там, значит, без конца за победу, значит, поднимали тосты, вот, поздравляли друг друга. Незнакомые люди просто обнимались, некоторые даже целовали друг друга. El 24 de junio, en la Plaza Roja, se celebró la Marcha de la Victoria, donde simbólicamente fueron arrojados al pie del Kremlin los estandartes y banderas nazis capturados en batalla. El Marshal Zhukov, 4 veces héroe de la Unión Soviética, tuvo el honor de recibir a los combatientes de vuelta a casa. Después de destruir los sueños fascistas de Hitler y liberar Europa, los soldados del triunfante Ejército Rojo habían regresado a su tierra a reconstruir su país en paz. Если так уж по-честному сказать, нам всего нужна была неделя, и мы бы на Атлантическом океане были. В то время не было сильнее нашей армии. Нам практически не было никакого сопротивления, мы двигались. И тогда только, когда начали уже... Я говорю, наш народ добрый. Когда сказали, братцы, мы же не фашисты, чего. Los soviéticos no peleaban por ambición política o económica, ni por odio o venganza. La verdadera causa de su lucha a muerte contra el fascismo está resumida en una carta, la última que un padre escribió desde el frente de batalla en Stalingrado a su pequeña hija. Моя черноглазая Мила, посылаю тебе Василек. Представь себе, идет бой. Кругом рвутся вражеские снаряды. Кругом воронки. И здесь же растет цветок. И вдруг очередной взрыв. Василек сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастерки. Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной. И если бы я его не подобрал, его бы затоптали. Мила, папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком. Что тебе непонятно, мама объяснит. Папа. Вся политика и вся воспитательная работа среди населения на Западе ведется в том русле, чтобы вытравить из сознания людей правду того периода.
проводится политика о том, что вообще Советский Союз, какая война, он не воевал там ничего. Воевали американцы, воевали англичане, вот, воевали французы. А Советский Союз это была страна, которая вообще непонятно что там делала. Это значит показать, что победа была одержана только западными странами. Фальсификация истории на Западе, и именно Сталинградской битвы и войны в целом, естественно, идет только с одной целью – лишить фундамента нравственности победы нашего народа в той войне, в которой мы победили. Эта политика направлена на то, чтобы ударить по России, по нынешней России. Ибо она правопреемница Советского Союза. Oscuros intereses hoy pretenden reescribir la historia, apropiarse de la memoria de los pueblos. Incluso se atenta contra los monumentos y tumbas que guardan el recuerdo de los héroes que dieron su vida por detener al fascismo. Полегло очень много наших солдат, по официальным данным 27 миллионов. Мы выжили, мы проскочили через этот ад. Los veteranos de la Gran Guerra Patria, verdaderos héroes vivientes, al contarnos su historia, nos alertan del horror de la guerra y de la amenaza de quienes pretenden hacernos olvidar. Голод, вши, грязь, кровь, все это там присутствует, все это было же на фронте. Поэтому самые защитники мира – это фронтовики. Не хотелось бы, чтобы снова разразилась какая-то война. Мне лично не хотелось бы, потому что война – это жертвы, причем безвинные жертвы. Как моя мать покойная говорила, знаешь, говорит, что, Сергей, для меня, говорит, что социализм, что коммунизм, что капитализм, только чтобы не было войны. Так вот, я как ветеран войны, поэтому вот прихожу в школу, братцы, дети, не приведи Бог вам пережить то, что пережили мы. Взгляните в глаза ветеранов, в них горечь невысохших слез, в них радость, гордость и сила, и радость победы видна. Цветы, а под ними могила, в которой зарыта война. Я должен сказать, что война сама по себе – это величайшее преступление. Война – это плохо. Нет ничего более плохого, чем война. Война – это смерть. Это кровь, это страдание, это боль, это несчастье, это горе, это беда. Как было бы прекрасно и хорошо, если бы этих войн больше никогда не было. Мы-то самые, так сказать, кто хочет мира, так это фронтовики.
Потому что они прошли это горнило, не приведи к Бог, я говорю, кому-нибудь. Порой даже во сне приснится то, становится страшно, просыпаешься ночью. Мы не любим вспоминать эту войну, нам тяжело, мы переживаем, мы заново страдаем, и мы предпочитаем говорить о мирной жизни, о любви, о счастье, о том, чтобы люди были счастливы. удачи. Еще раз желаем вам хорошего настроения, действительно мирного неба над головой. Мы желаем вам, чтобы у всех у вас, у каждого здесь человека, живущего на этой планете, всегда был шанс здесь. Живущим на этой планете, всегда был шанс жить в мирной стране. Спасибо большое, что пришли. Надеемся, что...